Друзья, приветствую всех! Буквально недавно мы отмечали историческую дату – день проведения референдума. Как мы знаем, в 2003 году, 23 марта, благодаря нашему первому президенту, великому Ахмаду Хаджи Кадырову, да Аллаху поблагодарен, в Чеченской Республике был проведен референдум. Тем самым впервые спросил у народа, чего мы хотим. То есть впервые был предоставлен выбор народу. Также мы наблюдали в последние дни серию публикаций главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, посвященных тем или иным успехам и достижениям региона за последние почти 25 лет, посвященных достижениям команды великого Ахмада Хаджи Кадырова. Поскольку эти достижения, они громадны, они не поддаются осмыслению. Я более чем уверен, что мы не найдем в мире другой регион или республику, или страну, где бы за такой отрезок времени было бы сделано столько, такой объем работы, чтобы был выполнен. Друзья, я вас всех призываю досмотреть это видео до конца, найти время, постараться вникнуть, вдуматься в каждую цифру, каждый аспект озвучиваемой информации, постараться включить критическое мышление и провести для себя некий анализ, поскольку за каждой этой цифрой стоит титанический труд и подвиг всего чеченского народа. И забегая вперед, хочу сказать, что мы предвидим реакцию различных провокаторов на это видео. Предвидим реакцию вот этих вот чеченгоговорящих отщепенцев, шайтанчиков на минималках, которые начнут говорить, что да, удалось достичь каких-то показателей, потому что имелось финансирование из федерального бюджета на федеральные деньги. Удалось достичь вот этих вот успехов благодаря вот поддержке федерального центра. Отвечая на вот эти вот выпады, которые мы предполагаем, хочу чуть отойти от темы, как говорится, отойти влево и коснуться некой предыстории периода 90-х годов. И рассмотреть, показать вам, продемонстрировать, имели ли тогдашние вот эти вот отщепенцы, прорвавшиеся к власти, имел ли этот так называемый режим Ичкерии тоже финансирование из федерального бюджета. Поскольку мы знаем, для того, чтобы провести сравнительный анализ, мы должны понимать, какие были возможности тогда и какие возможности имелись с начала 2000-х. Как мы знаем, в 90-е годы, во времена так называемой Ичкерии, в республике не было построено ни одно социальное учреждение, ни одна мечеть, ни 1 километр дороги проложенной, ни одна школа, больница, то есть не выплачивались никакие социальные выплаты, пенсии, пособия. Народ нищенствовал, был доведен до отчаяния. И в то же время у нас имеются на руках документы, нормативно-правовые акты, которые нам отражают тогдашнюю действительность, которые нам объективно демонстрируют, что этот режим точно так же располагал финансированием из федерального бюджета. Другое дело, что эти финансовые транши, они прикарманивались, разбазаривались, выводились на различные счета, поскольку, как мы знаем, семьи вот этих вот тогдашних вот врагов народа, которые прорвались к власти, семьи, они были устроены в комфортных условиях различных третьих странах. То есть эти люди, вот эта вот минимальная часть вот этих вот представителей руководства, они обогащались, баснословными финансовыми списаниями обладали. Перейдем к этим документам. Коснемся периода Ичкерии, и потом, собственно говоря, перейдем к началу 2000-х, к тому отрезку времени, 25 лет. Значит, у меня на руках договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Договор о мире, подписанный президентом Российской Федерации Борисом Ельциным здесь и президентом так называемой Республики Ичкерия Масхадовым в 1997 году. Значит, высокие договаривающиеся стороны в рамках этого договора, значит, вот они, собственно говоря, договорились навсегда отказаться от применения и угрозы применения силы при решении любых спорных вопросов.
Один из интересных пунктов, на который я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, это пункт номер 3. Договор, то есть этот договор является основой для заключения дальнейших договоров и соглашений по всему комплексу взаимоотношений. Значит, по следам вот этого договора о мире, собственно говоря, как гласит пункт номер 3, дальше было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Чеченской Республики Ичкерия. Соглашение подписано председателем правительства Российской Федерации Черномырдиным и Масхадом. Согласно этому соглашению, стороны, то есть Российская Федерация и так называемая Республика Ичкерия, они договорились о выплате пенсии, пособий, заработной платы из федерального бюджета в бюджет так называемой Ичкерии. О выплате компенсации лицам, пострадавшим в результате боевых действий. Реализация в полном объеме программы восстановления социально-экономического комплекса Чеченской Республики Ичкерия. И так далее, и так далее. То есть все эти пункты, один из следующих пунктов, Министерством и ведомством Российской Федерации и Чеченской Республики Ичкерия разработать и заключить уже профильные конкретные соглашения по реализации этого комплекса мер поддержки так называемой Ичкерии. То есть здесь заодно вопрос о якобы независимости полностью отпадает, поскольку мы видим, что никакого запада независимости не было, хотя параллельно озвучивались эти лозунги, что идет борьба за независимость, за свободу, что мы будем жить в самой счастливой республике, пить это пресловутое верблюжье молоко из золотых краников и так далее, и так далее. Республика Ичкерия, так называемая, и федеральный центр заключают сначала договор о мире, по следам договора о мире заключают соглашение о взаимодействии, и в этом соглашении, значит, пункт 2, Министерством ведомством Российской Федерации заключить профильные соглашения с министерствами ведомствами Республики Ичкерия. Дальше на руках я вам продемонстрирую, у нас имеются вот эти вот, собственно говоря, соглашения между федеральными органами исполнительной власти, то есть между федеральными ведомствами и ведомствами так называемой Республики Ичкерия. Министерство путей сообщения Российской Федерации, то есть Министерство транспорта сегодняшнего века, осуществляет поддержку выделения Чеченской Республики Ичкерия денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации для организации восстановительных работ и текущего содержания материально-технической базы и так далее, оказывает содействие разработке движения поездов, то есть Министерство транспорта, тогда Министерство путей сообщения заключает аналогичное соглашение с республиканским. Идем дальше. Министерство сельского хозяйства федеральное Российской Федерации с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Чеченской Республики Ичкерия. Аналогичное соглашение. Начинается полное финансирование и поддержка. От федеральных ведомств Министерство образования Российской Федерации, Министерство образования Чеченской Республики Ичкерия, то есть что скрыто за этим соглашением, то есть что стоит за этим соглашением в разрезе так называемой Ичкерии, непонятно. Министерство образования Ичкерии заключает соглашение, финансируется, но в то же время мы помним, в каком состоянии, в какой кондиции была сфера образования. То есть школы не работали, зарплаты годами для учителей не выплачивались и так далее. Министерство труда Российской Федерации о выплате пенсии жителям Чеченской Республики Ичкерия. Вот за своим номером каждый нормативно-правовой акт, согласно которому вот здесь нам рассказывают, как поступают эти финансовые транши, как финансируются, в каких размерах, даже вплоть до того, что Министерство Российской Федерации по внутренним делам, Министерство внутренних дел Российской Федерации, они обеспечивают приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1999 года об обеспечении сотрудников Министерства шариатской государственной безопасности Чеченской Республики Ичкерия временными служебными удостоверениями. Здесь даже есть бланки вот этих удостоверений. То есть по всем ведомствам были заключены свои профильные соглашения. Финансирование шло в полном объеме. Другой вопрос, что это финансирование никогда ни на секунду не доходило до населения, которое нищенствовало.
финансирование прикарманивалось вот этими вот провокаторами, врагами нашего народа. А в каком состоянии находилось население, общественность Чеченской Республики Ичкерия? Абсолютно абсурдное письмо, на мой взгляд. 98 год. Президент Чеченской Республики Ичкерия Масхадов 6 декабря обращается с письмом, пишет письмо заместителю председателя правительства Российской Федерации господину Кулику. Уважаемый Геннадий Васильевич, в связи с крайним тяжелым положением, сложившимся в Чеченской Республике Ичкерия, Кабинет министров просит вас рассмотреть вопросы снабжения населения Чеченской Республики Ичкерия хлебом. То есть, так называемая, опять же, независимая, в кавычках, Республика Ичкерия, она просит у Российской Федерации, с которой якобы они воюют за независимость и свободу, просит хлеб для населения. То есть, вот такая вот независимость, такие двойные стандарты. И здесь много документов по всем профилям, и эти документы, они нам отражают, что так называемая Ичкерия, она финансировалась, но не было сделано в буквальном смысле ничего. Для народа имеется в виду. Значит, вопрос вот этих вот, в перспективе вот этих вот манипуляций, различных трактовок от этих провокаторов, куда у вас сейчас финансирование, поэтому удалось там отстроить, достичь. Этот вопрос закрывается. Финансирование имелось и во времена так называемой Ичкерии, но ничего не делалось. И, собственно говоря, переходим к успехам и достижениям команды Ахмата Хаджи Кадырова за последний вот отрезок времени. Почти 25 лет. Эта информация, она публиковалась в Новой Республике Рамзаном Ильичем Кадыровым. И вот здесь я и призывал вас вдумываться в эти цифры. Значит, для начала надо воссоздать вот эту картину, вспомнить, понять и рассказать для тех, кто не в курсе, в каком состоянии, в какой кондиции находилась Чеченская Республика, когда ее возглавил великий сын народа Ахмат Хаджи Кадыров. Это республика, где все города, все населенные пункты, вся инфраструктура, все разрушено до основания. Город Грозный признан самым разрушенным городом в мире после Второй мировой войны. Как мы сказали, народ нищенствовал. Кроме того, сотни тысяч погибших по итогам этих военных кампаний. Десятки тысяч раненых, пропавших без вести. Бесконечное количество внутренних конфликтов. То есть различные группы и населенные пункты по территориальной принадлежности. Тейквы, вирды, они враждуют друг с другом. Это кровная месть, это похищение, убийство. Это республика, наводненная большим количеством международных террористов, различными группировками, экстремистами, полностью разрушенная, раздробленная общественность. Вот в таком состоянии Ахмат Хаджи Кадыров, он взвалил на себя груз ответственности. Он возглавил республику. И благодаря его мужеству, стойкости, благодаря его вере во Всевышнего, благодаря его любви к своему народу, за этот, собственно говоря, период времени, почти 25 лет, что сделано в регионе. Значит, хочу сказать, что по некоторым из этих сфер, по некоторым блокам, информация, которую я озвучил, информация, цифры, они имеются только с начала 2005, 2006, 2007 годов, поскольку время было кризисное, тяжелое, и все ведомства, они располагают архивными данными, в каком состоянии их ведомство или министерство, собственно говоря, находилось буквально в начале 2000-х. То есть по некоторым из этих направлений информация, она не полная. Вот, допустим, парламент Чеченской Республики, он с 2005 года парламентом принято 1293 закона. Каждый этот законопроект, он направлен на благополучие нашего населения. Строительство, начиная с 2006 года по 2004 год, объем жилищного фонда увеличился на 300 миллионов 600 тысяч квадратных метров.
и сейчас составляет 35 миллионов. То есть получается, с 5 миллионов квадратных метров жилищный фонд увеличился до 35,5 миллиона квадратных метров. Здесь хочу отметить, что квоту по вводу вот этого вот строительного, по вводу жилья, по строительству республика, она выполняет, если я не ошибаюсь, 1000 с чем-то процентов. Регион находится на первом месте среди всех субъектов. Здравоохранение. С начала 2000 года, с 2000 года по 2024 год в Чеченской Республике введено в эксплуатацию 267 объектов здравоохранения. Представляете, 267 объектов здравоохранения. Численность врачей за 25 лет увеличилась в разы, численность медперсонала и так далее. Почему надо вдуматься в цифры? Поскольку каждый этот объект, то есть объект здравоохранения, больница, учреждение здравоохранения, обеспечивает, оказывает услуги для населения. За эти 25 лет всеми этими объектами здравоохранения, всеми этими врачами, медперсоналом оказывались услуги практически для всего населения региона. Вот почему каждая цифра имеет огромное значение. Сфера образования. В конце 99 год в Чеченской Республике функционировало всего лишь несколько учреждений сферы образования. В 2000-м Ахмад Хаджи Кадыров приступает к реконструкции, к строительству этой сферы образования. В 2000-м, благодаря его усилиям, уже удается запустить 239 учреждений образования, в которых обучалось 97 тысяч учащихся. То есть, не забывайте цифру, 239 учреждений он запускает в 2000-м, почти 100 тысяч учащихся. В 2025 году функционирует 622 образовательных учреждений, в которых обучается почти 400 тысяч человек. То есть этот масштаб колоссальный. То есть в разы сотни учреждений образования, сотни тысяч обучающихся. То есть это каждый ученик, каждый студент, который получает соответствующее образование. С этим образованием он приступает к устройству своей жизни, устраивается на работу, помогает своей семье. То есть каждая цифра, она для нас имеет принципиальное значение. Если в 2000 году в республике функционировало 17 детских садов, 17, с количеством около 1000 детей, 2000. В 2025 году функционирует 495 организаций дошкольного образования. С числом воспитанников почти 100 тысяч. То есть было 1000, стало почти 100 тысяч. Было 17, стало почти 500 учреждений дошкольного образования. Этот контраст чувствуете, улавливаете вы этот масштаб. Инвестиции. Благодаря созданным условиям республики, поскольку инвесторы, они вкладывают только вот в территорию благополучную, перспективную, с начала 2000-х на октябрь 2024 года общий объем инвестиций в республику составил 1 триллион 400 миллиардов рублей. Бюджетные, небюджетные. То есть это тоже показатель, который напрямую влияет на благополучие населения, инвестиций. Малый и средний бизнес. В начале 2000-х в республике осуществляла деятельность порядка нескольких сотен малых и средних предприятий. К концу 2024 года их число достигло почти 26 500 единиц. То есть было несколько сотен малых предприятий, малых и средних предприятий, несколько сотен. Стало 26,5 тысяч. Это опять же занятые люди. Это производимая продукция, это рабочие места, это экономика. Энергетический комплекс. Если 25 лет назад было подключено к электросетям менее 100 тысяч домовладений, и то электричество не поступало, то сегодня, в 2025 году, этот показатель увеличился до 350 тысяч абонентов.
Организация «Газпром Межрегионгаз» дает нам информацию. Организация создана в 2004. Если в 2005 году количество абонентов составляло опять же там несколько десятков тысяч, то к 2025 году показатель составляет 312 тысяч человек. Спорт. Сфера, которая вовлекает в эту сферу, вовлечены большое количество людей. Спорт. В 2000 году в республике было 6 приспособленных спортзалов. 6. 2000. Количество видов спорта 5 и занимающихся чуть более 1000. То есть 6 приспособленных спортзалов и около 1000 человек занимаются спортом. То на сегодняшний день на территории республики функционирует 3100 объектов спорта. Из них почти 800 спортивные залы, 62 вида спорта, 46 региональных авиационно-спортивных федераций. Занимающихся физической культурой и спортом, количество занимающихся достигло более 780 тысяч человек. То есть больше половины населения физкультурой и спортом занимаются. 3100 объектов. Было 6 спортзалов. Культура. В конце 90-х в республике функционировало несколько десятков учреждений культуры. И благодаря четкой позиции и работе Ахмата Хаджи Кадырова в начале 2000-х Ахмату Хаджи Кадырову удалось допустить работу около 100 учреждений культуры уже в 2000-м. И по состоянию на 1 января 2025 года в республике функционирует почти 600 учреждений культуры. Почти 600. Сельское хозяйство, тоже интересные цифры. В 2000 году площадь орошаемых земель составляла менее 2000 гектаров. На 95% внутрихозяйственная сеть была разрушена. На сегодняшний день площадь, введенных в эксплуатацию земель сельхозназначения, составляет 52 тысячи гектаров. Поголовье КРС, мелкорогатого скота, производство молока, мяса. Здесь много цифр, где сотни раз, десятки раз увеличились показатели. Дороги по состоянию, нет. С 2000 по 2024 год построено, реконструировано 120 мостов. Построено, реконструировано почти 7000 километров дорог. 7000 километров дорог. Капитальный ремонт почти 1700 километров дорог. Транспорт. В начале 2000-х годов состояние общественного транспорта было плачевным, так парк пассажирского транспорта насчитывал всего 200-250 единиц. Общее количество приобретенного общественного транспорта за период с 2008, то не с начала 2000, с 2008 по 2024 год составляет 1250 единиц. Авиация отсутствовала до 2000, дает нам информацию Министерства транспорта. Сегодня аэропорт Северный имени Ахмата Хаджи Кадырова обслуживает 14 авиалиний. В настоящее время пропускная способность аэропорта составляет 350 пассажиров в час. Туризм. У меня цифры были сброшены на телефон. Буквально секунду. Так. Туризм, как мы знаем, в начале 2000-х в республике не было ни одного места размещения туристов, гостей. На сегодняшний день у нас 72 единицы места размещения. В республике разработано, функционирует сегодня 175 туристско-экскурсионных маршрутов. Здесь не с чем сравнивать с началом 2000-х, то есть с концом 90-х, поскольку ни один турист, ни один гость в республику не приезжал. Вот здесь цифра корректная. За 2024 год туристический поток в республику составил почти 420 тысяч человек. 420 тысяч человек приехало. С каждым годом тенденция такая, что увеличивается количество
туристов практически на 50%, если я не ошибаюсь. Безопасность. В 2003 году, благодаря принципиальной позиции Ахмада Хаджи Кадырова еще тогда, в правоохранительных органах республики работало 4800 человек, сотрудников. По состоянию на 1 февраля 2025 года общая численность, штатная численность сотрудников правоохранительных органов, силовых структур в республике составляет более 36 тысяч сотрудников. То есть это наши братья, которые и в подразделениях Росгвардии, МВД, Минобороны. 36 тысяч человек сегодня работают. То есть это 36 тысяч семей, которых вот эти вот наши братья, сотрудники, они обеспечивают необходимым. Уровень жизни в республике. Минимальная заработная плата в Чеченской республике в 2003 году, заработная плата, составляла 600 рублей. Это 22 года назад получается. 600 рублей. На сегодняшний день этот показатель составляет почти 22 500 рублей. Или точнее 22 440 рублей. То на 1000% увеличение. Уровень безработицы. Да, мы всегда даем эту цифру, что уровень безработицы на начало 2000-х составлял 80%, где-то 80%. Честно говоря, мое личное мнение, что уровень безработицы на тот период составлял 100%. Поскольку я не помню, чтобы человек где-то гарантированно, имея свою перспективу, зарабатывал, имел рабочее место. Практически все население было безработным. Так, сейчас, секунду. Сегодня уровень безработицы в республике составляет около 5%. То есть практически все население имеет возможность зарабатывать себе на жизнь. И главный показатель, на мой взгляд, главный показатель из всех, которые отражали благополучие, уверенность в завтрашнем дне чеченского народа, следующий. Население в 2000 году составляло 996 тысяч человек. То есть менее 1 миллиона человек населения в 2000 году в республике. Сегодня население республики составляет 1 миллион 575 тысяч человек. То есть менее 1 миллиона и почти 1 600 000. Это этот отрезок времени. Мы прекрасно понимаем, что человек не будет заводить семью, детей, если он не уверен в завтрашнем дне. То есть только в том случае, если он уверенно глядит в будущее, видит перспективу, человек заводит семью. И треть населения, представляете, менее 1 миллиона, сейчас почти 1 600 000 человек. Благотворительность. Один из интереснейших показателей, которым мы гордимся перед всем миром, благодаря фонду имени Ахмада Хаджи Кадырова, да, Аллаху Акбар. Здесь тоже огромная просьба вдуматься в каждую цифру. За время работы фонда выделено 3555 квартир с мебелью и техникой. И построено 3821 домов построено. Отремонтировано и достроено жилья почти 7000 единиц. То есть давайте для наглядности постараемся сложить эти цифры. 6900. Представьте, это 7500 для начала, 13500, 14. Почти 15 тысяч семей. Представляете? Почти 15. Для начала 7500 семей получили новое жилье с мебелью, оргтехникой, всем необходимым. 7500 семей. Благодаря этому фонду. И почти 7000 им отремонтировали и достроили дома. Более 3000 социально значимых объектов построено и благоустроено фондом. Проложено 1150 километров дорог.
водопроводных и канализационных сетей. То есть цифры здесь. Социальную гуманитарную помощь получили более 10 миллионов человек. Более 10 миллионов человек получили за этот отрезок времени, за 20 с хвостиком лет, получили помощь от фонда, гуманитарную помощь. Это сколько раз наше население надо сложить? Более 10 миллионов. Роздано 12 миллионов единиц продуктовых наборов. Крупного, мелкого, рогатого скота более 1 миллиона единиц. Для нужд организации закуплено, передано 1 200 000 единиц техники. Это медоборудование, оргтехника, это для школ, для других социальных учреждений, спорт, инвентарь и так далее. 1200 единиц фондов. С момента принятия Конституции в республике в сфере религии проделанная работа. Если 25 лет назад, информацию дает нам Духовное управление мусульман, в регионе функционировало всего 301 мечеть. 301 мечеть. 25 лет назад. И то, которые отреставрированы, отремонтированы, то с начала 2000-го в регионе построено 1203 мечети. Сегодня, соответственно, 1504. То есть за этот отрезок времени построено более 1200 мечетей. Загуглите, посмотрите в интернет-пространстве, в поисковиках, поищите информацию, где, в какой стране, в каком государстве за такой отрезок времени было построено более 1200 мечетей. О каких мечетях идет речь? Вы можете увидеть, приехав в республику, или наши жители региона, выйдя на улицу, мечети, прекрасные мечети, самые красивые в мире, крупнейшие мечети. Более 1200 мечетей, представляете? Природные ресурсы, охрана окружающей среды, Роспотребнадзора. То есть здесь по всем ведомствам мы видим этот масштаб, колоссальный такой рывок в развитии республики, который стал возможен только благодаря настоящим национальным лидерам, достойным предводителям народа, таким как Ахмад Хаджи Кадыров, Аллаху Толдову, и Рамзан Кадыров. Благодаря вот этим всем достижениям, всем показателям, во-первых, хочу отметить, что глава республики является самым эффективным руководителем региона в стране. Представляете, сколько субъектов в России самый эффективный, регулярно находится лидером. Чеченская республика заняла первое место в рейтинге российских регионов в реализации национальных проектов. Это практически вся социальная жизнь. Заняла первое место в рейтинге регионов по реализации нацпроектов. Заняла первое место по сокращению аварийного жилищного фонда. Округи заняло первое место. Это цифры ввода жилья, о которых мы говорили. Находится в лидерах по догазификации. То есть газопроводы, электросети, они в таких отдаленных горных районах, где никогда даже во времена СССР не было ни газа, ни света. Республика в лидерах в рамках проведения оценки регулярного воздействия ОРВИ, оценки применения обязательных требований, экспертизы. Чеченская республика признана лидером обеспечения доступности бесплатного детского спорта. Республика лидер рейтинга федерального центра компетенции. Чеченская республика в лидерах первого экологического рейтинга региона в рамках нашего проекта «Экология». Победитель первой национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Республика возглавила рейтинг регионов по безопасности дорожного движения. Возглавила рейтинг, вошла в топ-7 рейтинга инновационного развития субъектов. Самый низкий уровень преступности среди регионов. Топ-10 национального рейтинга по привлечению инвестиций. Лидер рейтинга по отсутствию вредных привычек. Первое место в рейтинге экономического развития. Топ-10 показателей экологического рейтинга за 23 год. Заняло первое по числу успешно реализуемых плоскостей. То есть практически во многих положительных рейтингах
республика, она находится в лидерах. И здесь, опять же, мы обращаем внимание, просим сфокусироваться на стартовой позиции. Да, сегодня регион, лидирующих позициях по сравнению с другими субъектами. Но с каких стартовых позиций мы начинали? Когда в других субъектах, республиках, регионах, там, хвала Всевышнему, не было войн, их не отбрасывало на десятилетия назад, их регионы не стирались, не разрушались буквально до основания. Они по инерции развивались. Наша республика, благодаря Ахмаду Хаджи Кадырову, она начала свое развитие, с каких условий мы рассказывали ранее, с каких стартовых позиций, то есть практически не имея ничего, только имея народ, который был доведен до отчаяния, до критического состояния, и возглавив, значит, вот этот народ, вот эту республику, великий Ахмад Хаджи Кадыров повел нас по пути мира, процветания и развития. Друзья, это большие цифры, как говорится, большое видно издалека. С течением времени будущие поколения, я более чем уверен, они будут давать оценку вот этому титаническому труду, этим вот усилиям, которые были приложены и Ахмад Хаджи Кадыровым, и Рамзаном Ильичем Кадыровым, и всей командой нашего первого президента. Поэтому мы и говорим на весь мир, во весь голос: Ахмад — сила. Поэтому этот лозунг звучит практически во всех уголках мира, звучит. Когда обездоленные люди, они сталкиваются с критическими проблемами, туда дотягивается рука нашего фонда имени первого президента во главе с Аймай Несиевой. Они кричат лозунг «Ахмад — сила», как мы буквально в эти дни видим на территории сектора Газа. Когда в других каких-то различных странах мира, это десятки стран, это десятки миллионов людей, обездоленных, малоимущих, остро нуждающихся, которым оказывается помощь. Поэтому мы говорим Ахмад — сила. Мы говорим Ахмад — сила, потому что нас было менее миллиона. Сейчас нас почти 1 600 000. Мы говорим Ахмад — сила, потому что социальные учреждения, они вот только так, как, не знаю, какими словами передать, сотни, тысячи процентов перевыполнения. Это благополучие населения, это уверенность жителей Чеченской Республики в завтрашнем дне. Поэтому мы говорим Ахмад — сила. Дай нам Всевышний достижение всех целей и показателей, которые ставил великий сын своего народа Ахмад Хаджи Кадыров перед командой. Ахмад — сила.